Назовем, ребята, это солонец номер 1. Первый раз такую конструкцию сделал. Осина наполовину спилил. И там как корыто сделал. Как корыто. Туда, вот здесь у меня 10 килограмм соли ушло. Вот это 10-й пакет. 10 килограмм. Надеюсь, какая-то польза будет для зверей, для лосей, для оленей. Кто подойдет, будет лакомиться. Еще в планах еще сделать сегодня второй солонец. И, наверное, вкратце поснимаю, может, как я это все буду делать. Ну, небольшой видеоурок, может, сделаю, для кого-то пригодится. Очень удобно. И от дождя вот верхняя плаха прикрывает, там соль сразу не уйдет, а она в корыте хоть немного растает, тут он пропитается солью и будет как леденец, как чупа-чупс для лосей. Будут вылизывать это дерево. И если уже будем знать, что животные подходят, будем добавлять соль. А если нет, так этим больше заниматься не будем. Это я первый раз сделал, но вот придумал такое. Много интересных видео смотрел тоже про эти солонцы. Но такая конструкция, думаю, самое то. Здесь немножко тоже под углом обчесал, чтобы если дождь будет капать, не в корыто будет капать, а будет стороной уходить. А с ветра на погоду, конечно, дождь будет, небольшое количество попадать, но это ничего. Это еще комарье заколебали уже. С осиной у нас вообще туго. Вот где я охочусь, осины вообще нету. Вот так. Пускай угощаются угощением Олега. Вот такой солонец. Вот так. Ну, сейчас еще второй солонец где-нибудь сделаю. И у меня еще 10 килограмм соли есть. И один лизун еще. Там 5 килограммовый кубик. Можно, конечно, здесь вот сантиметров 20 высота. Можно, думаю, 10 сантиметров хватит. У них языки длинные, будут лизать там, достанут. Если подойдут, если есть кому подходить. Вот так. Все, пакеты уберу отсюда, внизу. Вот такие делишки. Вот так выглядит солонец номер 1. Фу. Снова, ребята, мы в избе. Сейчас 16 часов 10 минут. Короче, 10 минут 5-го. Только что возвратились домой. Я еще не разделся. И начинается дождь. Вовремя мы все успели, все дела сделали. И еще дополнительно я сделал 2 солонца. 2 солонца. Этим я не занимался еще никогда. Но очень хотелось. Вот в интернет включишь, там видишь, вот делают солонец или еще чем-то занимается. И тебе сразу хочется, вот придет весна или лето, думаешь, все, тоже сделаю так. Вот мне вот так захотелось этот солонец сделать. Я вот много тоже зимой смотрел и такие видео. Ну, в принципе, одно и то же показывает, там ничего такого нового я еще не видел. И вот тоже решил, что-то подсмотрел, где-то что-то сам придумал, но вот что получилось. И, наверное, видео тоже выложу, как я это все делаю. Вот.
Не знаю, кто-то подойдет, нет там лось или кто там ходит. Но в основном у нас тут миграция проходит там. Вот летом они приходят с телятами, могут там все лето здесь пробыть, а уже осенью уже обратно куда-то уходит. Я не знаю, в какую сторону, но уже на охоту приедешь, уже штучные так, ну, бывает так, встретишь тоже, или же следы видишь, но вот сколько летом ходит вот там на рыбалку, которые ездят, и они говорят, там след, ну, такого уже осенью нету. Ну и тоже они животные хитрые, и к осени после гона они, наверное, затаятся там, прячутся, и в такие места заходят, что их не находит человек. Только опытный охотник может найти. С 10, так, 2, 5, 6 часов, короче, мы бродили. 6 часов. У меня много времени тоже ушло с выбором места для солонца. Вообще тут места такие, знаете, осины нету вообще практически. Местами, но в таких местах, где желания что-то сделать нету. И в основном у нас здесь вот, именно здесь я где охочусь, елки, сосна, елки и береза, в основном береза. И непроходимая чаща возле берегов, возле рек, озер, там вообще жуткие места, непроходимые. Ну, много видео я уже, в принципе, видели, где я снимал, там показывал охоту, уже несколько лет я выкладываю некоторые моменты. Вот. 6 часов бродил и дурак не взял термос. И все тепло одет. На улице так, когда работаешь, потеешь там. Был бы термос, выпил чай и как вышел на речку, сразу напился там воды холодной. Конечно, не сравнить горячий чай и холодная вода, это большая разница. Если хочется утолить жажду, надо выпить обязательно горячий чай. Но у нас время еще море. Сейчас затоплю печку, костер. И будем также варить ужин, готовить. Собаки нагулялись. А Тулан все время, только вот чем-то ты занимаешься, вот, ну вот, скажем, ты что-то начнешь делать, он, смотри, уже опять спит. Ребенок растет. Айда тоже устала, наверное, сегодня. По берегу много бежала за нами. Вот. Избушку в сторону мы ездили. Прилично ездили. Вот так. А потом, не знаю, еще что-нибудь будем делать. Еще до сна еще много времени, скажем, до 9 еще можно поработать. Но уже возле избушки больше я в сторону я никуда не пойду. И завтра тоже уже буду заниматься возле избушки. Возле избушки что-то делать, если дождя такого не будет. И где-то после обеда, наверное, уже будем собираться и поедем домой. Я не знаю, потеряли, нет меня.
Обычно я всегда звоню домой после того, как приеду на место. Позвонить так и не получилось. Ну, завтра уже обратно ехать. И у нас времени тоже не так много. Ну, побыли на избушке. Много чего успели сделать. Что хотел, главное, основное я, можно сказать, сделал. Там уже осенью приедем, будет охота, рыбалка. А сейчас подготовка к этой охоте идет у меня. Вот так. И дополнительно еще возле избушки быт. Навес вчера сделали, сегодня еще, может, что-нибудь будем делать. Главное, дрова заготовить. А сейчас пока пью чай, ребят. Отдыхаю. Полчаса я буду отдыхать. Чуть-чуть силы наберу и дальше работать. Вот так вот. Да, хана погоде, ребят. Начал поливать дождь. И не знаю, наверное. Думаю, что не перестанет сегодня. Вот так. Решил пожарить картошку. Хотел кашу сварить, думаю, на молоке гречневую кашу сварю. А что-то я передумал, картошку, чтобы не пропала, и обратно везти уже не хочется. Крупу там, гречки, макароны, это можно оставить. Оставить избушку, ничего с ним не случится. Главное, чтобы мыши не достали. Шибко кушать тоже неохота. Вот сколько вот. Вчера я суп сварил, и сегодня на второй день, вот первый раз сегодня вот тоже готовлю. Практически вообще еды не уходит. Брал, чего только я не взял там. И консервов набрал там. Это свои консервы там, говядина там, и еще голубцы, каша. Сегодня вот картошку я пожарю, картошку буду кушать, а завтра уже варить я ничего не буду, я буду на консервах. Консервы, голубцы в первую очередь надо добить там, голубцы съесть. Потом, если захочется там каши, также можно покушать. Сейчас немножко с дровишками там занимался, там еще сухостой, я вчерашний сухостой, вот что на материалы пилил, там оставалось. И этот сухостой также на комле 2-метровые спилил. И еще там лежала один сухостой. Ну, не толстый такой, диаметром, я не знаю, 15, наверное. Но длинный. Я нескольких частями спилил и перетаскал к избушке. Но не стал пилить. Ну, одну комлю только спилил на 5 чурок. Вот сейчас растопил там костер, печку, а остальные я там бревнами оставил. Потому что некоторые без пилы ходят и тратят все дрова. А так уже комли им тоже, ну, а так комля, ну, если захотят, пусть рубят и затапливают. Но у меня, в принципе, там заготовлено дров почти на неделю. Дров дофига заготовил.
там пиленные чурки дофига. И не надо там таскать даже и пилы. Но тоже неприятно, когда ты приедешь на охоту, думая, что дрова там у тебя заготовленные, все истратят. Некоторые ведь такие, особенно рыбаки, блин. Многие жалуются, наши охотники, вот на зимних рыбаков. Они тратят все, что есть, там дрова и еще дополнительно там некрасиво живут, оставляют после себя всякие гадости там, блин, не убирают за собой. И нехорошо так делать, если честно. Нехорошо. Ну вот и все. Нормально жарко получится. Вот так, видели? Мне хватит. С консервом можно пожарить. Там колбаса у меня еще есть, блин, полбатона. До хрена чего у меня из еды. Вовремя сделали навес, вон не капает ничего. Не поленились и все нормально. Вот так вот. Там чайник. Ой. Тихонечко так, спокойный дождик идет. Спокойный дождик. Ой, блин, горячий. Спокойный дождик. Птицы так неактивно, но слышим. Затопил также печку. Вот такой. Сейчас 6 часов вечера. 6 часов. Я бездельничаю, нифига не делаю толком. Остатки каши. Наелись каши. Варить сегодня ничего не буду. Ребенок спит. Туда. Ай, Туланчик. Но не уходи. Коля. Чё там в рот зашел? Трава. Ай. У него тоже каша с молоком. Ну, вот с утра вот немножко покушал. Ну, как покушал? Вообще практически не кушал. С утра даже хлеб давал, спрятал. Кашу тоже не съел. Спит себе и спит. Стул жидкий. Непонятно что. Домой поедем, будем лечиться. Сегодня драка у них была. Да, жестко в лодке там территорию что-то они делили. И, между прочим, Тулан, блин, злой тоже. Ну, а это тоже вот когда как. И может и укусить, а может и наоборот. Ну, как малыша не трогает. Но тоже этот клык-то на месте еще у тебя, а? Ай да, Тулан, ну-ка. Клык на месте еще. Не знаю, что с ним будет. Ну, как сказать. Все нормализуется, ничего страшного. Вот о чем я говорил. Вот так я оставил дровишки. Ну, сухостой, сосняк. Обычно на дрова я использую елку, она дыма меньше, а вот сосны, блин, коптит слишком много на костре особенно. Ну, вот такое количество. Там, смотрите, сколько дров. Это сырые, ну, чтобы добавлять печку. И вот смотрите, еще один момент покажу. Здесь вот вода не уходит. Смотрите, вот до сюда бревно обычно в земле находится. А сейчас вон даже вон щель. Во. Как этот нижний венец приподнял. Или что-то, я не понимаю, что случилось тут, или наоборот почва осела. Но вот видите, какой щель. Ну вот, скажем, если летом приедем, этот щели не будет. И избушка на место встанет, и пол на место встанет, все на место встанет. А сейчас вот там в середине, наверное, внутри избы, там почва еще не растаяла, не оттаяла, и там
этот лед приподнял. У меня такое мнение. Но если осенью приедем и ничего не поменялось, там, значит, будет ремонт внутри избы. Там придется нары разбирать и пол разбирать. Вот смотрите, как капает дождь. Вот капает и капает. Камера весь уже сырой. Ну ладно, вот. Сюда еще перетаскал дровишки. И вот это количество для попутчиков, если кто ночевать там заедет там или еще что. Вот так вот. Я всегда дрова оставляю. Особенно в зимний период. Там на 2 суток, чтобы дрова были. Если кто вдруг придет там, охотник. Чисто для охотников. Ну, обычно сюда вот охотники и заходят, если зайдут. Если нет, так нет. Ну да, усиливается дождик-то. Ладно, сейчас картошку поставлю на печку. Печка там затоплена у меня. Растопил-то есть. Или затопил, растопил. Ай да, тут лежит. Ну тут комфортно тоже. Там трава сухая. Не капает. Просто второй будки у нас еще пока нету. Приходится так. О, видели как? Блин, чуть-чуть вот. Еще мог бы 1 сутку продержаться без дождя. Но нет. И дым идет к земле, давление понижается. О, дым идет к земле. Крутит, мутит. Крутит, мутит. Вот так вот. Ладно, ребят. Готовлю ужин. Готовлю ужин я. Тут бардак. Это тоже. Тут макароны, сушки, уже древние сушки сколько лежат. Ну, не раз уже показывал, ребят. Даже раптор есть. Ну да, это тоже нужная вещь. Нужная вещь в летнее время. Заварка чая, там сода на всякий пожарный. Макароны, ну, на ночевку рис. На ночевку-то еды здесь есть. Такое молоко, наверное. Это уже надо выкинуть. Бичка-то тоже набухон как. Это, наверное, срок годности уже истек он. Скоро разорвется. Так, до взрыва еще пусть здесь полежит там. И что еще? Опа. Стопка. Это кто-то приходил, стопка оставили. Туалетную бумагу. Спичка обязательно. И лекарства я оставлял. Там анальгин. Но анальгин там истратили. Ребята, кто-то приходил, наверное. Ну, анальгин обычно тратят, когда зубы болят. Использовали. Лавровые листы. Но это уже, наверное, все я показывал, рассказывал. Но для новичков это нормально. Каждый день кто-то там заходит на канал, там бывает и, может быть, будет смотреть это видео. Конфеты вон. Это надо, в принципе, тоже уже выкинуть. Это уже там растает он, блин. Ну, это пусть пока все остается. Так, что я хотел. Так, еще, наверное. Нет, нормально. Хватит. Угу. Так, и крышкой закрою. Здесь ничего не моем. Здесь все дезинфицированное, или как там. И все на печку. Пусть жарится пока. Кастрюли надо помыть. Это на улицу надо вынести. Ну, в общем, ребята, вот этим я пока и занимаюсь. Пока я в избушке нахожусь. Готовлю ужин. И буду готовиться
к ночлегу очередному. Как видите, еда у меня самая простейшая. Ну и мне хватает лично заморачиваться, чтобы готовить часами, я не люблю. По-быстрому сделал, сварил, пожарил и покушал и спать. Главное, чтобы живот полный был. И силы были. Газеты, стопка такая. Сейчас еще полпачки принес там газеты. Ну, короче, ребята, готовимся к ужину. Сейчас 7:30, 19:30 время. У нас заканчивается второй день, как мы в тайге, во второй избушке. И на ужин я, как и показал, приготовил картошку с консервами. И буду ужинать, пить чай горячий и буду отдыхать. Дождь не перестает. Вот время. Дождь так и не перестало все. Моросит так спокойно. Спокойно так. Дождик такой идет. Такие хмурые тучи там. И температура получается 8 градусов. 8 градусов. Вот так. 8 градусов. Ну, поднималась до 13, наверное. У меня Айда в избушке. Он пусть подсохнет. Это грязнуля такая. Бегала, конечно, капитально сегодня. Досталось ей. Ну, вот так. Такая прогулка у нас. Завтра еще мы где-то до обеда в тайге и будем возвращаться. И придется в новом вольере ждать. Но основное походы у нас будут с собаками только осенью. А в летний период, думаю, вообще из вольера их не выпускать, потому что что-то все клещи говорят. Айда. Куда он? Айда. И чтобы проблемы с клещами не было, я реже буду их выпускать с вольера. Им там комфортно, удобно. Дождь не попадает, ничего не попадает. Хороший настил будет в будке. И все будет хорошо. Все условия для собак я делаю. Вот так вот. Ну, и на этом, наверное, второй день съемки я буду заканчивать. Сейчас поужинаю и буду отдыхать. Так что на сегодня всем пока и до завтра. Завтра будет продолжение. А это случится очень быстро, за какие-то мгновения. И вы уже увидите завтрашний день.